Скоро на всех озерах республики начнется главная охота года. Готовьтесь заранее. Приходите в Баянай, покупайте только проверенные патроны Главпатрон и Искра, и тогда Баянай будет с вами. Наша экспедиция начиналась 8 февраля из Сталина, из Эстонии. И собираемся мы ехать в Чукотку, в Анадырь и делать круг вокруг Чукотки. Если, конечно, у нас наши пропуска будут готовы, которых мы ждем уже 4 месяца, что говорят, что готово, ну пока от них все зависит. Но если и удастся, то Анадырь. Самый такой далекая точка будет город Анадырь. Но мы стартовали 8 февраля и примерно 10 апреля собираемся быть дома. Но у нас в запасе еще 2 недели, так что к концу апреля мы должны обязательно быть дома. Тем более у нас виза максимум 90 дней, так что 3 месяца уже тогда некуда. Через 3 месяца мы должны уже обязательно дома быть. И, конечно, здесь зимники тоже уже перестанут экзистировать, так что нам пока погода позволяет, тогда надо отсюда отъехать. А там уже посмотрим, от Тынды на БАМ поедем, и как по БАМу можно ехать, это тогда видно. Сколько лет вы уже занимаетесь внедорожным спортом? Я начинал первые соревнования в 1998 году и активно занимался до 2007 года. А сейчас уже начинаю от первой экспедиции, пошли в 2005 году в Воркуту, там летом ездили в 2006 году, опять Инта Воркута. Ну и здесь каждый год уже по Европе катались, и в Северной Норвегии, Финляндии, вот там. Ну сейчас вот первый раз вот такой далекий путь брали. Ну, мы желаем вам удачи, чтобы все у вас было гладко. Очень большое спасибо. Спасибо. Сегодня стартовала первая гонка в этом сезоне, называется Snowriding XC 2014. Всего стартовало 25 участников. Как мы видим, погода располагает. Сегодня по прогнозам было минус 16, но температура на трассе была еще жарче. Это потому, что вы видите по мне, как я запыхался, 5 кругов. Сегодня занял достойное 2 место. Первым стал Петров Игорь, а 3-м Скрябин Сергей. В общем, гонка прошла для нас удачно. Сегодня, кроме этого, выступило почти 30 спортсменов. Это очень много для весны. И сегодня спонсорами мероприятия нашего является магазин Nordwell и веломагазин Stark. Они предоставили нам призы. И, значит, сегодня я бы хотел всех поздравить с началом спортивного сезона, как и лыжников, так и бегунов, так и велосипедистов с началом циклического года спорта. Спасибо. Ну, сегодня у нас прошла первая гонка, такая скоротечная, быстрая. Получилось у нас 5 кругов по 700 метров. Ну, нормально, я думаю, для первого старта это очень хорошо. Довольно-таки народу очень много собралось. Это очень отрадно. Начало сезона мы в этом году открыли раньше. Надеемся, что весь сезон у нас будет тоже так же насыщен велосипедными соревнованиями. Больше людей будем привлекать в наше движение. Но я думаю, что сегодня многие получили заряд такой бодрости, веселья. Все-таки весеннее настроение. Вот сейчас погода немножко оттеплила. Велосипедисты выезжают, катаются. Но я думаю, наберут форму, и гонки у нас будут достойные. Впечатления самые хорошие. Я тут катался всего раз 10, наверное. В январе холодно было. Но сегодня я
как-то это, ну, средне прокатался. Пульс был не максимальный, значит, были максимальные. Езда была такая неровная, из-за того, что трасса неровная, там всякие колеи и прочее, требует техники вождения. А у меня новый велосипед, я еще не привык к габаритам, и поэтому иногда меня кидало. А так я проехался нормально, в своем возрасте, вроде там с посередкой где-то. С молодыми ребятами тут немного бодались. Сколько вам лет? Мне 57 лет, 11 марта будет. 57-го года я на соревнованиях участвую примерно 7-го года постоянно. С 50 лет начал. А до этого я был, ну, пробежал почти все марафоны, сотку, стандартный марафон. И бегал это на лыжах. Вот моя внучка, вот вторая внучка. Да еще внук, вот он, самый любимый. Я не болеет. Вы гордитесь своим дедушкой? Угу. А с ним катаетесь на велосипедах? Дома только. Только дома? Молодцы. Нормально. Молодцы. Я хочу вам показать установку метанового оборудования, на которое мы установили на нашу рабочую машину УАЗ Патриот Пикап. В данном случае у нас стоит Digitronic с UBD-корректором, и оно полностью аналогично воспроизводит систему впрыска, который подается на бензиновые форсунки машины, который регулируется ЭБУ компьютером машины, полностью аналогично передает их на компьютер ГБО, газовый компьютер, да, газовый контроллер. И времена впрыска идентично совпадают с временами впрыска бензина. То есть как бы один в один. Тем самым полностью исключается прогар клапанов, которого люди так, наши водители и клиенты боятся. В нашем случае метан, топливо 21 века, да, топливо уже, которое самое, скажем, дешевое в мире, в России. Метан более безопасен, чем пропан, так как метан он улетучивается, в случае чего он легче воздуха, в любую щель пространства он моментально уходит, да. Но это случаи от таких аварийных, да, в этом плане. Ну, помимо этого, что у метана, что у пропана есть очень много степеней защиты. Эта степень защиты стоит на непосредственно арматуре на баллоне, сбросник, это если давление у вас большое, да. Есть случаи обрыва трубки, есть скоростной клапан, который срабатывает, полностью перекрывает систему. Есть степень защиты, как бы в случае, если вдруг какое-то замыкание короткое или еще что-то, на непосредственно контроллере ГБО стоит предохранитель, который опять же срабатывает, все, система включает, машина полностью уходит на бензин. Вот если есть такие данные по времени окупаемости, если так можно сказать, вот, допустим, человек затратил какие-то суммы на установку газобаллонного оборудования, через какое время, ну, при средней, может быть, да, загруженности автомобиля он может окупить? Много параметров, от чего может зависеть. Ну, от полугода до года, в принципе, машина у нас окупается. Конечно, если человек ездит от работы до гаража и обратно, ну, он не скоро ее окупит. Ну, и люди, в принципе, газ ставят те, кто, ну, постоянно ездит. Они с утра до ночи, тем более наши суровые зимы, машина не глушится, как бы, это очень выгодный вид топлива. Многие говорят, что да, вот что легковая машина, куда еще экономить, да, как бы 1,5-литровый двигатель. Но, тем не менее, люди ставят и просто в восторге. Неделю 2 раза заправляется по 200 рублей. Ну что это? Ну, это же большой огромный плюс. Для тех, кто вот все-таки как бы заинтересовался установкой ГБО в нашей компании, у нас есть на сайте ЕКТ.ру, да, форум «Автофорум», там есть как бы наша страничка небольшая, в ней вы можете узнать все более-менее подробно, там, да, и непосредственно связаться с нашими менеджерами, которые вам расскажут, подъедете, покажут, примерим, обсудим, ну как бы все нюансы мы все можем обсудить уже здесь на месте. На этой раме была произведена замена трансмиссии полностью. Была спереди независимая рычажная подвеска, вместо нее появился мост УАЗовский, портальный.
редукторный мост, так сказать. Задний редукторный мост также поменялся. Вот, переделана задняя подвеска. Так сказать, на лыжи отказались от А-рычага. Ну, потому что мост тяжелый, не выдержит нагрузки А-рычаг, его вырвет. Из-за этого перешли как бы на лыжное крепление. Вот, что еще? Будет также установлена другая раздатка. То бишь, вместо цепной скудовской раздатки будет стоять шестеренчатая. Вот, также заниженная. Да, ну, раздатка от Suzuki Jimny. Так, ну, джимниковская раздатка, она чем отличается? Тем, что именно данный тип раздатки отличается тем, что она имеет привод полностью шестеренчатый, что повышает надежность раздатки. Также продаются киты как бы доступные к этой раздатке, то бишь можно занизить, если не будет хватать мощности мотора для 36-х колес. Ну, в принципе, практически это и все, что будет произведено в этой машине.